Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим метод самоспасения при помощи метода Дюльфера во всех возможных его вариациях. При помощи рукавов, при помощи спасательной веревки в отсутствии карабина, при помощи дыхательного аппарата, когда не за что крепиться. В упражнении номер 1 мы покажем вам спуск по напорному рукаву на 51 с учебной башни с 3-го этажа. Вяжем рукав за конструкцию. На 2 штыка. Значит, этого вполне достаточно. Значит, полугайка не даст рукаву выскользнуть. И производим, значит, спуск. Выходим на подоконник. Пропускаем рукав через правую ногу. После чего заводим его за спину таким образом, чтобы он лег на баллон посередине и не попал под вентиль. Если попадет под вентиль, произойдет блокировка рукава. И также воротник на боевке поднимаем, чтобы рукав не попал на открытые участки тела. И правой рукой будем контролировать спуск по пожарному рукаву. Делаем выход. Правая нога находится в прямом состоянии и не сгибается, и в напряжении. Правой рукой, ослабляя, начинаем спускаться. Пожарный спустился этажом ниже, в безопасную зону, тем самым спасся. Рассмотрим вариант самоспасения в условиях, когда не за что закрепить, отсутствует какая-то конструкция. Пожарный произведет крепление за дыхательный аппарат и спустится с учебной башни с 3-го этажа по напорному рукаву на 51. Рукав пропускаем между рамой и баллоном в районе редуктора. И делаем 2 узла.
Пожарный выходит на подоконник, проводит опять рукав через правую ногу, забрасывает его на плечо, производит отключение из аппарата. И выходит из окна. И пожарный спускается по рукаву этажом ниже. Также спуск можно совершить вниз, но нужно убедиться, что рукав касается земли. Сейчас мы рассмотрим метод самоспасения при условии, если неисправен карабин или произошла его утрата. У пожарного отсутствует карабин, значит, спуск будем осуществлять по веревке. Веревку крепим за конструкцию одним из любых удобных для вас способов. Нужно убедиться, что веревка достает до земли, либо до того места, докуда вы будете самоспасаться. Веревку пропускаем через правую ногу, забрасываем за спину, таким образом, чтобы веревка проходила через баллон и воротник на боевке был поднят, чтобы не натирало открытые участки тела. Правой рукой путем свода и развода руки контролируем скорость спуска. Делаем выход. Пожарный вышел на стену, правая нога должна находиться в напряжении и быть максимально прямо выпрямленной. Если ногу согнуть в колени, то будет переворачиваться пожарный, и спуск будет затруднен, произойдет зависание. Поэтому нога находится прямая и в напряжении. И происходит спуск на этаж ниже, в безопасную зону. Итак, уважаемые коллеги, как мы с вами видим, метод вполне работоспособный, причем в любых условиях. Может осуществляться спуск и на веревке, и при отсутствии карабина, и при отсутствии крепления за что-либо можно оставить аппарат и спастись данным способом. И при условии любой высоты, если хватает веревки или рукава. Есть определенные нюансы при спуске на веревке. Ну, на ней можно пройти максимум 2 этажа. Дальше просто из-за ее тонкого размера она начинает натирать все, что можно. Вот. По нюансам, которые при проходе на любом этаже есть нюанс. Если у вас открытое окно, правая нога должна упираться в косяк окна, иначе вас начинает поворачивать и заносить в открытое окно. То есть упор на правой ноге всегда должен быть. Далее, какие еще есть нюансы? При прохождении полугайки на соединенных рукавах через, так сказать, ваше тело, сначала она затрудняет ваше движение,
а потом получается при ее проходе небольшой провал. Это тоже учитывайте, чтобы не развернуться, не повернуться и пройти его, ну, как можно медленнее и спокойнее. Ну, по нюансам вроде бы все. С вами был заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены номер 1 4-го спецуправления капитан Горышкин. Всем сухих!